Ой, моя хорошая береза, я к тебе иду, никого нету в живых, а ты растешь. Ой, ты какая стала корявая-то, а? Ой, моя хорошая, да, я тебя хоть вместо братьев обниму. Да, моя хорошая, моя хорошая, сколько лет живешь здесь? Ой, эту березу посадил мой двоюродный брат Николай. Она когда-то маленькая была, разрослась. Вот 3 брата, 3 дома подряд. Вот построились, а сейчас нету этих домов, нет уже. Они сами все умерли, да, их детей никого нету. Вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ну 10 домов нет, это конец. И я в окно гляжу и плачу. Плачу прямо. Никого, все умерли люди. Все. Такую деревню бросили, никому не нужно. И их нету, молодежи, никого. Никого. Все. Вот с дедом живем. И поддержим эту деревню. Вот мой домик с дедушкой. А мне нормально, хорошо. От чего я люблю? Ах ты, милая моя, приходите ко мне. Эх, тише, эх. Вот ей 82, мне 75. Ладно, ой, хорошая. Бабка, да. 36 лет живем, 37 пошел. Вот как полюбил ее, все. Не ругать даже, вот хоть раз ударил бы, и она меня не убьет. Все заодно. Вот что надо купить, давай купим. Вот она сказала, корову купим, давай корову купим. Давай купим, вот цыплят, давай купим. А некоторые разводят туда-сюда. Нет, я хорошо живу с ней. Вот мои колесеньки ходят. Моя вся жизнь, они поднимают настроение. Ой, это клювачий петух. А меня не трогает так. Вот так смотрит, а чужой придет, он клюет, налетает. Ой, ты мой хорошенький, да? Ой, Айда, да ладно. Петя, Петенька мой, Петя. Ешьте. Я же без животных жить не могу. Они такую энергию мне дают. А еще хотел страуса завести. Телевизор смотрел, глаз положен на страусов. Они долбанут тебя и убьют они. Я знаю эту птицу, да? Ну, охота. Кого только не держу. Ой! Петя, ты петушок мой, а? Ой, люблю я их не могу. Ты мой холодненький. Ребят, ходи ко мне. Айда. Вот я утром встаю, много не сплю, короче говоря. 5 часов встаю, пойду, дрова привезу на коляске. Дрова привезу, баба печку затопит, воды принеси. Воды принесу ей. Потом корову пойду кормить. Дочка, айда, тебя фотографировать сейчас будет. Дочка. Дочка называю. Встать! Ладно, эти моя. Эй, айда вон, нас посмотри, айда, фотографировать, айда. Ладно, ой, ай, ладно. Стесняешь, что ли, а? Вот сколько сена накосил в прошлом году, вот, еще там забитый. Вот там все кашу, вон. Луга все. Вот один все вожу, один и поднимаю сено. Вот сейчас у меня сил уже нет, 75 лет уже. А нас, как получилось, у нас сена не было. Обманули, короче, один. Алкаши пришли, мы, говорит, всем вам продадим. Ну, мы как дураки же с матерью, с бабой. Поехали, а он сено продал. А кормить нечем у нас скотина. А 4 головы. Вот с МСК я возил солому. Делал такие санки, вон еще стоят. Оттуда возил, у меня грыжа появилась одна.
Вот одна корова оставил. Больше не хочу, и продать хочу. Но молока без молока она не любит. Ольховка, ольха росла здесь, дерево, ольха. Я родилась здесь, и живу до сих пор, пока, наверное, ноги таскаю, я не знаю, никуда не хочу я ее бросать, эту деревушку. Я ее очень люблю. Мама жила здесь, отца не помню. Война пошла, и все, он проводил, мама отца. Мне, наверное, годика 3 был, 4, может быть. Забрали, говорит, я тебя завернула в одеялко, маленькая была. И машину погрузили всех ольховских мужиков и в Туймазы. Все, отправили на фронт. Потом отец прислал письмо на передовую их всех. Не знаю, плакал, не знаю, дождь шел, буквы расплылись. Мы, говорит, сидим в окопах, вот пишу письмо, и все, и с концом. Их там всех покосило. Погиб в 42 году. Поселок Поддубье, Беларусь или где-то, да, там похоронено. У мамы было 4 детей. Голодали, голод был, да. Что, траву варили, он крапиву. Да ели траву, буквально траву. Сейчас он скотина ее не ест, а мы, люди, ели ее тут. Корова околела у нас. Голод страшный. У нас одна женщина умерла. Раньше что, колхоз был здесь? А что в колхозе зарабатывали? Ничего. Кто замуж? Эти девки выходили, чтобы из деревни уйти, работать где-то. И так она ушли поколение. Кто учились, выучились, грамотные люди тоже ушли все и все. Ну, вся деревня стоит, не жилая. Ну, на лето кто остались, приезжают, огороды сажать. А так, никого нету. Я говорю, я в город грамма даже не хочу. Хоть условия там есть, но я не хочу. Так вот живем. Вот. Ну что, ладно, у нас и квартира есть в Туймазах. Я не хочу там жить. Нет. Ой, лук рассыпал. Кто это лук рассыпал? Меня? Цыплята? А ну ладно. Вон Коля. Ой, жулики, жулики. Ой, батюшки, бегом. Ой, маленькие лимончики. Вот, ты что, 2 штука? Зимуем только с бабой. Вдвоем, партизаны. Нормально, телевизор есть. Все спрашивают, да, как вы живете, там не боитесь? Я говорю, да нет, такого никогда не было. Ну что собаки? Я говорю, если богатства у нас нету, денег нету, за что нас убивать? Да вот такие живем потихоньку. Ольховские Робинзоны. Куда звоню начальству, я говорю, Робинзон Ольховские. Все понятно. Лучше, чем в городе. Я вот в город поеду, раз вот это, вирус не был, я туда поеду, вот у меня там племянник живой был, покойный, умер уже. Я говорю, как вы живете в Туймазах? Вот меня 75 лет, я в больнице не был. Вот у нас в деревне никакой вирус нету. А там, это бежит. Кузя. Кузя, да. Гнилой дом на Москву не сменяю. Не, была я в Москве. Не надо в этих камнях жить. Выйдем, сад такой. Я говорю, люди добрые, приходите, собирайте ягоды. Вон какой сад у нас. Нам никто не мешает, и мы никому не мешаем. Давай. Напевай. По диким степям Забайкалья, где золото рою гора, бродяга судьбу проклиная, тащится с собой на плечах. Бродяга Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет.